вечера поссорились супруги. Говорили много резких слов. Сгоряча не поняли друг друга, напрочь позабыли про любовь. Утром мужу на работу рано, а на сердце горесть и печать. На ночь глупость ссоры осознал он, подошел жену поцеловать. Не спала, но все же притворилась, отвернула в сторону лицо. В глубине обида затаилась, как удав, свернувшийся кольцом. Дверь закрыл, ни слова на прощание. Со двора на окна посмотрел. Если бы они знали, если б знали, что ушел из дома насовсем. А жена привычными делами, как всегда, своими занялась. Детское бельишко постирала, борщ сварила, в доме прибралась. Чистый пол, помытая посуда, и с работы скоро муж придет. Я с ним разговаривать не буду, пусть прощения просит, пусть поймет. Гордость в сердце вздыбилась высоко. Первую к нему не подойду. По ролям разыгрывалась ссора в воспаленном дьяволом мозгу. 6 пробило, 7 и полвосьмого. Неподвижна дверь, молчит порог. И в тревоге что-то сердце ноет. Где же задержаться так он мог? Вдруг какой-то крик и суматоха. Чей-то голос, плачущий навзрыд. И соседский мальчуган Алёха крикнул, запыхавшись: «В шахте взрыв! Взрыв!» Совсем коротенькое слово, сердце будто в клочья порвало. Нет, она к такому не готова. Может, жив он, может, повезло. И в слезах по улице бежала, вспоминая с болью прошлый день. Как в обиде злилась и кричала, застилала разум злобы тень. Заведенной куклой повторяла: «Мой родной, а только бы не ты, я б к твоим ногам сейчас упала», прошептав короткое «прости». Им бы знать вчера, что будет завтра. По-другому все могло бы быть. Смерть, как вор, приходит так внезапно, не оставив шанса полюбить. Прогремит неумолимо грозно приговор, его не изменить. Исправлять ошибки слишком поздно, с этой болью ей придется жить. Люди, будьте к ближним своим мягче. Относитесь с нежностью, добром. И не обижайте, а иначе можно горько каяться.